Привет. Программа здесь. Слышно там, да, где-то на заднем фоне дребезжит сирена. Сейчас я даже выйду из машины, чтобы было слышнее. Э, я тут остановился на бензозаправке зарядиться электричеством, и вот она как раз тут и зазвенела. Вообще-то, конечно, надо бы бежать где-то, искать укрытие, там, что-то такое, но, смотри, как-то уже это все становится привычным. Как вы понимаете, у нас очередная война вчера началась. В 8 часов утра зазвенела первая сирена. Зазвенела себе сирена, я еще был в кровати. Ну, что, тут хочешь не хочешь, так сказать, вознаменование. Вознаменование нужно идти в укрытие. А укрытие вот в соседней комнате. Наш дом построен по новому израильскому стандарту, где в каждой квартире должно быть свое квартирное бомбоубежище. Вот мы в него и пошли, всей семьей. Ну, там посидели, сколько положено, вышли. Потом оно опять звенит. Посидели, вышли. Ну, и так вся суббота. Вот, смотри, в мой телефон, звук у него я выключил накануне субботы. А когда суббота закончилась, я включил этот телефон, посмотрел, с 8 утра до примерно 7 часов вечера 27 сообщений поступило на телефон, что вот идите в бомбоубежище. 27 сообщений за 11 часов. Ну и сегодня оно все это продолжается и продолжается и продолжается. И как-то уже стало это рутиной. Я смотрю, никто вокруг ни в какое бомбоубежище не торопится. А вчера приехал мой сын. Это мне очень напомнило ситуацию, которая была 2,5 года назад, 7 октября. Но там это все было намного более драматично и, главное, неожиданно. А вот эту войну, вот эту сегодняшнюю войну мы ее ждем уже давно, скажем. Мы ее очень ждем. Где-то месяц последний, когда об этом вот очень много говорится. А вообще-то, ну, как бы назревает этот нарыв. Надо его вскрыть. Вот там наши самолеты все это дело и вскрывают. Так самолеты вскрывают там, в Иране. А внутренние враги, они ведь тоже могут что-нибудь учудить под это дело. И вот мой сын, его срочно призвали в резерв. Он у меня резервист. Вчера он приехал домой срочно взять свои вещи какие-то, все, что там ему нужно будет в этой службе резервистской, вместе с 2 друзьями, и поехали они в армию. Ну вот они по улице к машине идут, 3 солдат, красивые такие ребята, даже со спины, как-то вот красивая форма такая у них. И мы с балкона смотрим на них, они идут, и видим, люди идут навстречу и говорят им какие-то такие добрые слова, судя по лицам. Ну, а что еще могут сказать? Ну, видятся, солдаты идут на войну, защищать их же, нас же. Вот. С балконов им тоже люди кричат, мол, удачи. Ну, вот так, в общем, всей страной и воюем. А еще точнее, всей страной побеждаем. Будьте здоровы. Программа здесь.